Так работает самая современная распределительная техника. Почистить, рассортировать по размерам и упаковать. Процесс работы в саду «Гигант Ингушетия» доведен до автоматизма. На предприятии установлена одна из самых передовых сортировочных линий, которая используется в Европе. За час перебирается около 25 тонн яблок, а за день эта цифра может достигать 150 тонн. Сейчас на одной только линии работает около 80 человек. Люди задействованы, упаковщицы, которые укладывают яблоки в коробки, ящики. Сколько их? Их в данный момент на этой линии, на данный момент здесь стоит 80 человек. На одной линии. Но линия рассчитана на 100 человек. В складах предприятия на сегодня осталось около 5000 тонн яблок. Холодильники, которые могут вместить до 65 тысяч тонн, понемногу пустеют и в саду работают, чтобы будущий урожай был максимально высоким. Начиная с декабря здесь полностью завершили обрезку деревьев, как и все технические процессы по уходу за садом. Одними из первых здесь должны дать урожай абрикосы. تخوك هستخي حاجة تخون ديك خيطة خار خلي سستياني حما بوشك كزك حيولنا مو ياستخ شيل مخني بيني زيس حم حتوه شقاك ازيك تصوغ ازدوخ فخد دوري انا دلنيش تاك حنز تخي تسبول بتخ ابريس كسياني تخ ريمونت يو اخسادي تخي قيد ايش ديان اش دايوج ريمونت تخيودش سيتك بتخ Далее работникам сада надо провести привязку деревьев, растянуть антиградовую сетку и высадить новые деревья на место старых. По садовым правилам, каждые 5-6 лет деревья нужно обновлять, чтобы урожай был лучше. Нужно будет провести подвязку деревьев, фиксацию, так сказать, выравнивание кое-где. Мы сейчас готовимся к поливу. Провели уже 3 тура обработок. Это против болезней. Сейчас против вредителей будем работать. Готовимся также к новому сезону. Цветение наступило, и руководство сада уже позаботилось, чтобы прошло своевременное опыление. Для этого закупили около 100 пчелосемей. Их на весь сад, конечно, не хватит, но для ранних абрикосов, которые высажены на 2,5 гектарах, будет в самый раз. На цветение, вот где-то 26-25, может быть, будет у нас массовое цветение. Мы уже заключили договора пчеловодами. И, значит, где-то нам потребуется где-то 1800, около 2000 пчелосемей. Значит, это делается для того, чтобы для лучшего опыления. Чтобы лучше, да. Им там, ну, им, да, естественно, да. Это на возмездной основе. Мы с ними вот работаем, провели большую работу, люди откликнулись, где-то в пределах 10-12 дней они будут здесь стоять, работать. Как и сортировочные линии в саду и техника иностранного производства. Из-за роста доллара и евро значительно поднялись цены на запасные части и лекарства, которые завозятся из Европы. Однако на цене фруктов это не скажется, заверяет руководство. Акционерам перед нами поставлена задача не увеличивать стоимость. Значит, естественно, техника у нас вся почти импортная. Это, конечно, будет сказываться на себестоимости, допустим, запасных частей. Ну, мы находим какие-то каналы, где-то реставрируем, сами там делается там. Я думаю, что мы справимся. Мы сейчас переориентированы на отечественного производителя. Вот, с ними будем работать. Но немного транспортные расходы вырастут, я так понимаю, да? Нет, я не думаю, что поставка оборудования, да, но наша вот техническая мысль, инженерная служба, не работает в этом направлении. Где-то реставрируют, где-то там запасные части заменяют там, на отечественные. То есть, я думаю, не будет таких больших проблем, которые это. Тем более у нас есть небольшой запас запасных частей, которые мы сделали, это почти годовой запас. Я думаю, мы справимся с этим делом. Сад «Гигант Ингушетии» – одно из самых крупных предприятий республики. Здесь почти на 1000 гектарах высажено 28 сортов яблони, слива, абрикос, черешня и виноград. На постоянной основе на предприятии работают около 800 человек, а в сезон сбора урожая это число увеличивается вдвое. Сад работает с крупными сетевыми магазинами, и ингушские яблоки можно увидеть по всей стране. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев,
Новости 24.